Приветствуем вас, друзья! Это проект «Единомышленники» на Gagos Media. И здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, обсуждаемым в нашем обществе. В Молдове избран не только парламент, но и утвержден кабинет министра во главе с премьер-министром Александром Мунтяном. На протяжении последних 2 недель в обществе активно и детально обсуждалось не только имя премьер-министра, но и министров. И это нормально. Потому что есть запрос общества на честных профессионалов, не замешанных в коррупционных схемах, которые, занимая публичную должность, будут служить интересам страны и граждан. И кажется, в Молдове есть успешные примеры в назначениях на должности профессионалов, способных эффективно выполнять свои функции. Мы с Еленой Карамид решили пригласить сегодня в студию одного из таких людей, на наш взгляд, деятельность которого в прошлом правительстве была открытой, мобильной, эффектной, нужной и положительно была оценена представителями СМИ, с которыми напрямую это должностное лицо контактировало. Сегодня мы постараемся узнать как можно больше деталей о работе правительства страны и поговорим о разном и важном. Вы, друзья, не забудьте ставить лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, конечно, если вы еще не подписались, и предложите это сделать вашим друзьям. Мы вам за это будем признательны. Ну а сейчас, по-прежнему, больше единомышленников, сильнее Молдова, и вы оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» эксперт в области публичных коммуникаций, дипломат Даниэл Воде. Даниэл Воде – молдавский дипломат и эксперт по публичным и стратегическим коммуникациям. С февраля 2023 года по октябрь 2025 года занимал должность пресс-секретаря правительства Республики Молдова в кабинете премьер-министра Дарина Ричана. До этого возглавлял службу публичной дипломатии, стратегических коммуникаций и взаимодействия со СМИ в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. Работал в посольстве Республики Молдова в Японии, где занимался вопросами двусторонних отношений. На дипломатической службе находится с 2014 года. Высшее образование получил в Молдавском государственном университете по специальности «Международные отношения». В настоящее время докторант, исследующий роль публичной дипломатии в формировании международного имиджа государства. Выпускник трансатлантической летней программы Института имени Бенджамина Франклина, США, 2010 год. Автор и спикер на тему международных отношений, публичных коммуникаций, противодействия дезинформации и европейской интеграции Молдовы. Даниэл, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо большое за приглашение. Я очень сильно хотел поучаствовать в этой программе, потому что, мне кажется, у вас программа имеет название самое интересное, и именно вот слово «единомышленники», оно подтверждает в то, во что я верю на личном уровне очень сильно, что мы должны быть сплоченная страна и должны уважать друг друга. Мне кажется, у вас идеальное название передачи для того, чтобы вот это дезидерат Республики Молдова быть сильнее и быть сплоченнее через многих единомышленников, которые проживают не только в столице, но на юге страны, на севере и за рубежом. Ну, надо сказать, что мы давно вас приглашали в свою студию. Конечно, мы хотели вам задать вопрос тогда, когда вы были при должности пресс-секретаря правительства. Но сегодня мы, конечно, поговорим и о том, как работало правительство и что для вас было это. Это все-таки такой опыт вашей жизни, а нам интересна сама вот эта вот внутренняя работа, как это складывается, делается и что в этом полезного. Но самое крутое, что сейчас я смогу сказать, может быть, больше. Чем тогда. В общем, не бывает худа без добра. Давайте начнем с того, что на последнем заседании, после последнего заседания правительства, вы сказали о том, что вы уходите с поста пресс-секретаря правительства Республики Молдова. Чем вы занимаетесь сейчас? Замечательный вопрос. Вы знаете, самым счастливым человеком, кроме моей семьи, после этого объявления, это был мой педагог, с кем я пишу свою диссертацию докторскую, с которой я связался сразу же, и госпожа Кристина Ежова, она является
преподавателем в Молдавском государственном университете, глава департамента международных отношений. Она сказала: все хорошо, теперь за эти 2 месяца должны докончить манускрипт докторской диссертации, которая у меня по публичной дипломатии. И сейчас вот на протяжении следующих пару месяцев я хочу реализовать этот личный как бы объектив, и это у меня такая цель — закончить диссертацию в области международных отношений. Для меня это важно, так как я, когда оканчивал первую степень университета и потом магистратура, я исследовал вопросы имиджа государства, и для меня важно вот закончить этот 3-й этап докторской работы. И после этого, так как я карьерный дипломат, я пришел в должность пресс-секретаря правительства из Министерства иностранных дел, в то время и европейской интеграции, сейчас только Министерство иностранных дел. Я уже вернусь обратно на дипломатическую службу, уже детали буду обсуждать с коллегами из министерства вот в следующем месяце и так далее. Вы знаете, те молодые люди, которые смотрят сейчас наш эфир, я точно знаю, что думают о том, ну как можно молодому человеку, получившему высшее образование в университете, оказаться где-то там и начать дипломатическую карьеру. А как это случилось у вас? Очень коротко. Вы знаете, я помню 2014 год, и когда было много людей, которые говорили: ну, вы знаете, если хочешь работать в дипломатии, нужно там иметь дядю или тетю в этой системе. Это напомнило мне об этой байке советской, мол, как вы работаете на радио, у вас там блат, и такой: не блат, а сестла. Не блат, а сестла. Вот в 2014 году началась большая реформа, и до этого, когда на эти должности люди приходили, проходя эти конкурсы. И, честно вам говоря, когда я только получил диплом международника в то время, у меня были определенные сомнения. Я думаю, ну, не знаю, не уверен, у меня нет никого, кто работал в этой системе и вообще в публичной системе. Мои родители, они были в области академии до этого. И я подал заявку в министерство, и это была такая процедура, которая заняла приблизительно 2 месяца. Почему я подал заявку? Потому что я во время учебы, обучения прошел стажировку в министерстве. И я увидел, что там очень открытая команда, много молодых специалистов, много опытных дипломатов, которые работают в системе. Тогда господин Попов? В то время министром иностранных дел была Наталья Герман, то есть на тот этап. Но господин Попов, он тоже был в системе в то время. Но я проходил стажировку в департаменте европейской интеграции. На то время в том департаменте не было свободных мест. И я подал заявку в департамент двухсторонних отношений. То есть там, где выстраиваются двухсторонние отношения между Молдовой и разными странами. Я прошел через письменный этап, и меня пригласили на интервью. Это уже было для меня как бы хорошей новостью. И потом после интервью так совпало, что как раз мы получили все дипломы тогда, тем летом. И я подал заявку на магистратуру и в Голландию. И вот я получил ответ и от магистратуры, и получил ответ и от министерства, что меня приняли на эту работу, и мне быстро нужно было принимать решение. И я тогда принял это решение в пользу дипломатической службы Республики Оглядываясь Молдова. назад, не жалеете? Нет, я не жалею, потому что, вы знаете, я помню, мой преподаватель английского языка в университете, она меня спрашивала в определенный момент: Даниэл, а вы знаете разницу между политикой и дипломатией? Или быть политиком и быть дипломатом? И в то время, я помню, я сделал ошибку, я сказал свое мнение. То есть я сказал, что дипломат и политик, они как бы совмещают друг друга, но дипломат работает вне, а политики занимаются внутренними делами. Такая вот буквально общее представление. И она мне тогда сказала, что смотрите, если вы захотите выстроить карьеру в дипломатии, то есть нужно очень внимательно принять решение. То есть вы хотите быть там дипломатом или политиком. И вот, то есть разделила это, да? Разделила это. И вы знаете, вот для меня до сих пор эти слова, они имеют такой сильный вес, потому что и вправду, когда ты дипломат, особенно я это чувствовал, когда уже работал, например, в нашем посольстве в Японии, ты представляешь всю страну. То есть ты не представляешь там определенные там политическое течение или политические взгляды. Ты представляешь всю Республику Молдова. Например, я помню, были на культурном фестивале, и мы представляли там культурную
культурные костюмы. Я помню, я тогда искал гагаузские национальные, то есть одежду, да, то есть костюмы. И я тогда для себя сказал, как плохо, что вот во время школы и университета у нас не было там больше информации об этом, то есть мне пришлось уже позже искать это самому в интернете, так как я хотел, например, представить все культурные... Все народы, которые проживают. Да, тогда я выбрал, то есть мы имели, конечно же, молдавский национальный костюм, гагаузский, болгарский, и, по-моему, еще мы искали детали вот этих вот традиций, которые есть у каждой народности. И тогда нужно было это все выкапывать как бы из интернета или связываться с людьми, которые из этого региона. Что я хотел сказать? Это то, что я бы хотел посоветовать всем молодым людям, которые смотрят этот эфир, или, например, даже у тех, у кого, например, есть дети, которые учатся сейчас в университете, чтобы они верили в возможность каждого в Республике Молдова прийти на госслужбу и пройти все вот эти этапы по-честному, потому что это возможно. Ну, вы знаете, я знаю сейчас. молодых ребят, которые буквально года 2-3 назад, некоторые из них заканчивали вузы, и к ним поступало предложение работать в Министерстве иностранных дел, и их отпугивало то, что низкие зарплаты. Вот так молодежь определяет. Есть и этот момент. Я помню, когда я подписывал документы и приходил на дипломатическую службу, тогда зарплата была 2400 лей. И я помню в то время... 2400 лей. Да, в то время коллеги говорили, а мы, когда приходили на работу, было 600 лей. А до этого ребята говорили, что было 300 лей. А сейчас зарплата человека, который начинает работу в Министерстве иностранных дел как атташе, это примерно 11-12 тысяч лей. Конечно, это не идеальный оклад, но я хочу сказать, что как только ты как бы проходишь... Но и опыта еще нет для того, чтобы... Да, и иногда вот, особенно у нас, у молодежи, мы очень торопимся, то есть мы хотим зарабатывать сейчас быстро, много и, как говорится, иметь вот эту вот выгоду. То есть это тоже один путь, но есть и путь того, что или в МИДе молдавском, или там в госканцелярии, или в другом министерстве вы набираете опыт. И я считаю, что до 35 лет каждый гражданин Республики Молдова может подумать о возможности, если ему это интересно, поработать и набрать опыта в публичном секторе. Потому что когда ты работаешь в министерстве, во-первых, и вес твоего CV тоже становится более весомым, да? А во-втором, это опыт. То есть ты понимаешь, как работает государственная служба, ты понимаешь, как принимаются решения. Ты имеешь возможность, то есть не просто там критиковать с дивана, вот это не работает, вот это неправильно, вот это мне не нравится, а ты имеешь возможность давать предложения и бороться за это. Даниил, но вы сейчас говорите о том, что надо отдавать предпочтение набиранию опыта, а молодежь-то хочет деньги на жизнь сейчас, на красивую, на хорошую. Кроме этого, говорят, что работа очень стрессовая. То есть какой здесь ваш рецепт? Я согласен с вами, то есть есть и элементы стресса, есть и элементы где их нет, финансового. Да, но я всегда анализировал финансовую составляющую со следующего контекста. Когда ты работаешь на госслужбе, кроме месячного оклада, у тебя там есть возможность ехать на стажировки. Я дам по своему примеру. Да? Например, госпожа министр иностранных дел того времени, госпожа Герман, она пригласила однажды и говорит, вот, Даниил, у нас есть стажировка в Японию по обучению японского языка. Не хотели ли вы бы поехать, так как вы занимаетесь двухсторонними отношениями? И я тогда думаю, какая связь между мной и Японией? То есть я, кроме того, что есть суши, и у нас культура, и что страна находится там далеко, столица Токио, живут японцы, больше этого обычно в Молдове, и, конечно же, о культуре самой японской в Молдове обычно не знают. Но в тот момент это была возможность конкретно, который я сказал, на тот момент посоветуюсь с семьей, и сказал, что я бы хотел бы поехать и увидеть. И вот мы были... И это открыло другие двери. Конечно, потому что мы были 40 дипломатов из разных стран, то есть я встретил там ребят в первый раз из Латинской Америки или, например, из Океании, коллеги из Европы, например, та же Албания, Литва, Латвия, из балканских стран. И на протяжении 8 месяцев мы все, 40 дипломатов разных стран в Японии, в Осаке, изучали японский язык. То есть
это для меня была, как бы, ну, можно сказать, как бы инвестицией. На тот момент я не знал, что я поеду, например, в наше посольство в Японии и буду работать уже в должности дипломатической. На том этапе. Это была ступенька такая. Это была хорошая возможность просто-напросто набраться нового опыта и поделиться этим опытом обратно с коллегами, которые работают в столице. И об этом. То есть, если ты хочешь заработать вот сейчас 50 тысяч лей, ты тогда можешь открыть свой бизнес. И если у тебя хорошая бизнес-идея, ты можешь там взять там деньги из тех программ, которые есть для молодежи, и ты можешь заняться бизнесом. Если ты хочешь быть полезен обществу в том смысле, что свой опыт, профессионализм и энергию подать в публичный сектор, мне кажется, это тоже хорошая идея. И тогда, может быть, оклад не будет самый идеален, но сейчас на госслужбе платят нормальные зарплаты, я считаю. То есть, вот, например, если ты начинаешь, скажем, в МИДе немножко поменьше зарплата, потому что есть такое понимание, что ты можешь поехать и за рубеж. А в другом любом министерстве начинающий работник, вот даже у нас в департаменте коммуникации правительства мы нанимали ребят, там 15-16 тысяч. Если ты через там 5, 6, 7 лет набираешь опыта, ты можешь стать главой управления, и зарплата у главы управления 24-25 тысяч лей. То есть вот сейчас акцент делается на то, чтобы в публичном секторе, чтобы публичный сектор был как омолодился? Не только омолодился, но и был компетитивен с частным сектором. Это важно. Конкурировал, да. Скажите что-нибудь на японском. Нам прям вот захотелось услышать. Где вы еще скажете что-нибудь на японском? Хай, ваташи ва Даниэлу томошимасу. Мордоба кара кимашита. Йоросико негайшимас. Это я сейчас представился, что я из Республики Молдова. Да, у нас гостем нашей передачи был и посол Японии в Молдове. Да, у нас тоже такая очень интересная дискуссия. Единомышленник, это хорошо. Да. И вы говорили о том, что работа на государственной службе позволяет расти как профессионалу. Ну, давайте посмотрим на вашу работу пресс-секретаря с точки зрения профессионализма. Ну, вы сказали, уходя, что за 2,5 года провели 118 пресс-конференций, брифингов, да. Но это что-то новое. Потому что до вашего прихода мы не особо в Молдове знали, кто является пресс-секретарем правительства, не часто видели эту фигуру, она была не такой открытой. Это было лично ваше решение вот так построить коммуникацию с обществом, командное решение или предложение премьер-министра? Вот вы знаете, я помню очень отчетливо этот момент. Мы тогда с господином премьер-министром Дарином Рычаном приходили с мероприятия, возвращались обратно в Дом правительства и переходили дорогу, те, кто были в Кишиневе, там, где Национальный банк, там есть переходный такой, там дорога такая метров 200 пешеходная, да, и мы говорили о том, какие новые продукты мы можем начать с точки зрения коммуникации, то есть как мы можем коммуницировать так, чтобы решения понимались и были более доступны людям. И тогда я дал предложение, я говорю, вот, господин премьер-министр, есть формат брифинга, у нас заседание в среду, есть люди, которые смотрят эти заседания, есть люди, которые нет, и было бы интересно, если бы у нас был бы короткий формат. В тот момент я больше думал об этом формате как общение с коллегами-журналистами, потому что у нас очень много редакций, и не все ребята имеют возможность вот в детали вникать вот во все проекты, которые принимают решения за время заседания правительства, там может быть 20, 30, 40 пунктов. И нужно было компактно объяснить самые важные решения, и которые имеют как второй фактор, какой больше импакт, воздействие имеет на население, для людей, что важно вот для людей. И господин премьер, он сказал, ну если тебе интересно, или ты сможешь это сделать, давай сделаем. Это было вторник, и у нас было 24 часа на подготовку. Я тогда очень был благодарен коллегам из департамента коммуникации правительства, когда мы просто начали писать концепцию и так далее быстро. И это была вторая неделя уже действия
кабинета, и мы начали этот пресс-брифинг. Мы, конечно же, за время потом проработали формат, то есть изменили формат, но это было хорошей возможностью ответить на все вопросы журналистов, потому что каждую среду в Доме правительства собирается вся молдавская пресса, и у людей очень много вопросов. Не только то, что принимается решение по области правительства, но и по другим вопросам. И я как пресс-секретарь обязан, то есть я за это получал зарплату, которую платят налогоплательщики, ответить на эти вопросы, потому что вопросы журналистов — это вопросы общества. Конечно. И после этого мы с командой даже пообщались и сказали, что вот министры тоже делали эти пресс-конференции. У нас было правило, и это правило господин Мунтяну в своем правительстве тоже внедрил, сохранил, что все вопросы журналистов должны быть отвечены. То есть, например, у нас не было ситуации, когда министр бы сказал бы, что вот я имею пресс-конференцию, и только там 3-4 вопроса. Нет. То есть мы должны ответить на все вопросы. А вы говорили журналистам, пишите письменно. Да, были и моменты, когда в определенный момент нужно и в письменном формате, но в письменный формат это последний формат, который ты можешь как бы запросить, если очень как бы какой-то сложный запрос. Это что касается, например, нужно проверить данные, даты, но в письменном виде мы пытались искоренить эту практику, потому что в письменном виде я скажу как есть, это когда хочешь отфутболить кого-то, ну, да. То есть потому что ты боишься там, почему ты должен бояться? Ты чиновник, тебе платят люди деньги за то, чтобы ты принимал решения и потом объяснял эти решения. И здесь, мне кажется, те, кто настаивают на письменном виде, там, значит, есть какие-то... Есть проблемы, есть закрытость власти, поэтому настаивают. Но я так реагирую на это. То есть если мы видим, что коллеги из Гагаузии очень часто в своих передачах, выпусках, либо текстовых материалах пишут о том, что они делали запросы гагаузской власти, власть не ответила, сказала, а вот напишите письменно. Письменно тоже отправляют, и тоже там в указанные сроки, 30 дней, ждите нашего ответа, или там 10 дней. Но это, кстати, не Когда есть закрытость, не идеально. То есть вот, например, для меня, вот если спросите меня то, что я считаю, что была самой большой ошибкой, не то, что ошибкой, а сожалением моим, вот мне всегда было стыдно, когда просто не отвечал вовремя. Я хочу сказать, что я в шоке, если 30 дней не отвечают совсем. То есть это неправильно. То есть даже законодательство сейчас изменилось за последние 3 года. Журналистам нужно отвечать в течение 5 дней. Если ты не отвечаешь, то ты должен сказать почему, и ответ должен поступить. Это когда власть ответственна. Знаете что, вот меня, как гражданина, в общем-то, с момента назначения вас пресс-секретарем при Дарине Речане, мне все время интересовал вопрос, почему вы дали согласие работать с Дарином Речан? Вот это интересно. Потому что вы никогда не были представителями одной команды как-то. Да, то есть когда пришло предложение, во-первых, то есть для меня это решение, оно принялось очень тяжело, потому что я работал в МИДе молдавском, я уже был пресс-секретарем там, я такой командный игрок, и для меня было очень трудно сказать, что вот я должен уйти с МИДа и прийти в правительство. И когда господин премьер-министр, он меня пригласил в свою команду, я согласился в том контексте, что я очень сильно верю в ценности европейской Молдовы. То есть для меня это было самое важное. И на моей должности в МИДе Молдовы я очень усердно продвигал идею европейской интеграции, потому что мне кажется, что идея европейской интеграции — это возможность для каждого гражданина, невзирая там, если это более старшее поколение, кого мы очень сильно уважаем, или молодое поколение, которое очень активное и хочет инноваций, хочет что-то, может быть, другого. И я согласился прийти на эту работу, так как я считал и считаю, и я вот во всем, что я делал, я продвигал идею европейской, сильной, процветающей Молдовы. А в Дарине Речане что вас убеждало? То есть вы же работаете с человеком. Во-первых, ценность. Дарин Речан очень человек дисциплинированный. И для меня, например, работать... И, кстати, до этого я работал с министром Нику Попеску, тоже человек, который имеет
неординарное мышление. И он такой, более такой креативен. И даже я в определенный момент говорил, что, например, Нику Попеску — это человек, который может иметь идею там в 1-2 часа ночи, да? А Дарина Ричан — это человек, который встает очень рано утром и он никогда не имеет там запросов после 9 вечера, да? То есть есть разные типажи людей, но то, что объединяет и Нику Попеску, и Дарина Ричана, и представителей команды, это вот та дисциплина, с которой нужно реализовать те приоритеты страны. И честность. И самое главное, что я за эти 2,5 года могу сказать со всей ответственностью, это доверие. Вот просто-напросто у меня была свобода деятельности, да, то есть мне не нужно было координировать каждое заявление, потому что это по ценностям, да, то есть вот, например, есть ценности премьера, есть мои ценности, они совпадали на 100%. Конечно же, важные моменты касательно премьера и так далее, всегда нужно было, вот, например, я всегда подготавливал и сравнивали позиции по разным вопросам. Анализируя работу Кабинета министров Дарины Ричана, Newsmaker написал репортаж, в котором о вашей работе было сказано следующее. Факт, что Воды стал не просто лицом и голосом правительства, но и самостоятельным ньюсмейкером, впервые превратив должность пресс-секретаря из технической в политическую. Скажите, а если должность пресс-секретаря становится политической, нет ли здесь риска, что вы не просто преподносите информацию обществу, а где-то вы защищаете политику власти? Линии власти. Замечательный вопрос. Есть коллеги, вы, наверное, знакомы, «Привет, Киев», да? Это портал, где в прямом эфире большинство мероприятий. Сейчас у них есть одна функция, они используют AI для того, чтобы анализировать эмоции, которые подает тот или иной спикер во время этих пресс-конференций. Это очень интересный тул, я советую вам посмотреть. И в определенный момент они начали это полгода назад. Я очень внимательно анализировал собственные брифинги, потому что для меня это важно. Вот то, что вы задали как вопрос, мне кажется, это важно. И я внимательно наблюдал за тем, как AI со стороны анализирует ту эмоцию, информацию, которая подается. Да. Здесь я хочу сделать объяснительную ноту. То есть, конечно же, я как пресс-секретарь правительства Дарина Ричана, который получил политическую поддержку от большинства в парламенте, который имеет определенную повестку, я не мог говорить и не мог быть на 100% нейтральным и просто-напросто не говорить об этом. То есть, но на моей должности, и я говорю это с ответственностью, я никогда не говорил вещи, в которые я не верю, или вещи, в которые, например, там, соврать или сказать неправду. Для меня это там большой no-no, да, то есть, если бы были бы такие моменты, я просто-напросто подал бы заявку об отставке, да. Что я хочу сказать, что любая должность, которая есть у человека, который работает в правительстве Республики Молдова там, на руководящих постах, да, то есть мы говорим о министрах, госсекретарей, это политическая должность. То есть политическая команда дает доверие, а политическая команда как получает это доверие? Во время выборов, да, то есть народ голосует за парламент, который после этого голосует за исполнительную власть. И здесь есть вот эта вот ответственность. Но когда ты в должности, то есть невзирая там, потому что мы являемся правительством Республики Молдова, и для нас очень важно в подаче информации исходить из фактов, потому что из этих фактов люди принимают дальнейшие решения. И я очень благодарен коллегам из Newsmaker за вот эту оценку. То, что, наверное, коллеги хотели отметить, это то, что до этого пресс-секретарь, например, не участвовал в программах, в ток-шоу. Я не хочу использовать слово «защищал позицию власти». Я хочу использовать... не то, что отражал, а я подавал, доносил. Но были моменты, когда в студии были представители оппозиции, и тогда мне пришлось парировать. И иногда я использовал политические аргументы. Но я их использовал не с должности только пресс-секретаря правительства, а как гражданина этой страны и как человека, который имеет определенные идеи в области вот, развития
Ну, вот эту должность пресс-секретаря правительства не нужно смотреть на нее как на техническую, потому что... Просто она до этого была очень технической, да. надо сказать, и вы своим таким креативным подходом, я соглашусь тут с коллегами из Newsmaker, да, наверное, и не только я, то есть теперь уже планка для пресс-секретаря правительства завышена до того уровня, что это очень открытый человек, который должен выйти, пояснить и очень коротко, как вы тут правильно подметили, сказать о главных решениях, которые приняло правительство, и обосновать, почему эти решения приняты, к чему они могут привести. И, как кажется нам, журналистам, очень многим, как стало понятно, что эта новизна сыграла свою такую очень важную роль. И теперь, повторюсь, да, следующим правительством нужно это продолжать. Поставим здесь точку на вашей работе в правительстве, Дарина Ричина. Все нам стало понятно, что вы продолжите дипломатическую карьеру. Но я знаю, что у вас есть какие-то взаимоотношения с одним из селом, где живут гагаузы в том числе. Я об этом узнала совершенно недавно, но мне очень хочется, чтобы вы об этом тоже рассказали и нам, и нашим зрителям. Вас что-то связывает с селом Бурлачены? Да, что-то очень важное, потому что моя бабушка и дедушка по маминой линии, они живут, то есть мой дедушка уже, к сожалению, ушел из жизни, да. Но моя бабушка, она живет в селе Бурлаченах. Я провел свое детство в этом селе. Я очень люблю людей, которых я встретил в этом селе, потому что это были очень яркие, открытые люди. Мне кажется, это очень уникальное село с точки зрения многих вопросов. Вы знаете, я хочу отметить 3 элемента, которые мне кажется, очень важны. Первый элемент – это уважение друг к другу. То есть это село, где 45-50% населения – это этнические гагаузы, которые живут на протяжении последних 100 лет. Это, кстати, новое село. Это село, которое было основано в 1918 году, по-моему. То есть и там есть приезжие, то есть те, кто приехали из разных населенных пунктов. Кроме этих 45-50% гагаузов, там проживают молдаване, украинцы, русские, евреи, то есть разные национальности. И это село всегда было как бы сплоченное село. То есть люди работали, общались, уважали друг друга. И я всегда видел вот этот пример сотрудничества, вот когда вот это уважение, оно приносит благополучие всем семьям. В этом селе я узнал, например, про каварму. И я так люблю каварму благодаря тому, что вот я там узнал, вот каждый раз, когда бабушка приезжает в Кишинев или я приезжаю в село, сейчас уже меньше в Бурлачанах, но бабушка имеет свою определенную точку по покупке кавармы в Вулканештах. Потому что это близкий город, и каждый раз, когда нужно удивить кого-то из Кишинева, я говорю: а вы пробовали гагаузскую каварму? И все такие: откуда? Я говорю: из Бурлачен или из Вулканешт. И для всех это вот такой элемент, который объединяет нас. Второй элемент — это то, что там очень много людей, которые имеют разные вероисповедания. Да? То есть там есть ортодоксы, то есть там есть ортодоксальный храм, там есть баптисты, да, которые очень мирно соживают со всеми другими, пятидесятники, другие религиозные группы. То есть вот вера — это не элемент там какого-то разъединения, разногласия между людьми, а наоборот. Это вот такие сообщества, которые имеют свои традиции, они продолжают эти традиции. И мне кажется, это очень красиво, это очень интересно. Вы назвали Бурлачены маленькой Молдовой. Потому что здесь живут разные, там живут люди разных национальностей и живут дружно. Но вы знаете, наверное, любой человек в Молдове приведет примеры вот такого очень позитивного сосуществования. В любом населенном пункте живут бок о бок молдаване с гагаузами, с украинцами и так далее, и так далее. И живут дружно. Почему политики используют национальный аспект как момент для того, чтобы разобщить наше общество? Вот как этому противостоять? Здесь я вернусь к третьему пункту, который я хотел сказать по поводу села Бурлачен, который связан на 100% с вашим вопросом. Это диалог. Да? То есть вот в Бурлаченах, например, медсестра румыноязычная.
да, она не имеет проблем общаться с людьми и пожилого, и молодого возраста, которые там говорят на русском языке или на гагаузском языке, на родном языке, да. В бурлаченах есть такой элемент диалога, да, который состоит, например, там примар, она не из... То есть там коммуна, которая состоит из 3 населенных пунктов, а примар, она не из самого большого, не из Бурлачен, она из соседнего села. Это, мне кажется, уникальная ситуация, потому что у нас люди обычно, когда есть такие ситуации, выбирают из самого большого села. Свой человек, да. И вот этот диалог, почему политики используют, ну, я скажу прямо, потому что мы позволяем это. То есть каждую реакцию, мы граждане, когда мы поддерживаем таких политиков, и мы даем им... Потому что кто политики без поддержки? Они никто. То есть для того, чтобы политик имел вес, ему нужна сила и голос каждого гражданина. Да. И здесь, кстати, очень много тех, кто хотят навредить Республике Молдова, они пытаются внушить эту идею, что, ну, вы знаете, без нас решат, выборы не важны, это все как бы там кто-то что-то делает. Давайте посмотрим внимательно. Если мы не участвуем в выборах на местном уровне, может там победить кандидат, который, может быть, не так сильно любит этот населенный пункт или имеет там другие слабые точки, которые честный человек, который тоже в этой гонке не имеет и может быть лучше там мэром города или примарем, или башканом Гагаузии, или депутатом в парламенте, или президентом страны. То есть каждый голос, он дает силу политикам. И мне кажется, что вот мы, все граждане Республики Молдова, невзирая на там, живем мы там в Кангазе, в Кишиневе, в Машкауцах, в Крюлянах или в любом населенном пункте, чтобы мы давали этот голос людям, которые будут продвигать нормальные идеи, которые бы сплочали людей. Даниил, вот интересно, ваше восприятие гагаузов тогда, когда вы в Бурлачанах все-таки бывали, жили, видели, общались, и восприятие гагаузов, гагаузской автономии тогда, когда это уже случилось, вот знакомясь с Гагаузией и с процессами, происходящими в Гагаузии в стране, как с политической точки зрения. Но я хочу в чем сказать, разница, что если она есть? Вот кроме там моего детства и того, что я увидел в селе Бурлачань, я на протяжении своей жизни встречал очень много ребят, которые вот были из региона, и каждый раз, если мы будем видеть человека, вот именно человека там, да, не надевать эти политические очки, а человека, то мы тогда сможем дойти до человечности. Не знаю, если я правильно изъяснил то, что хотел довести, но политика, особенно на национальном уровне, в определенный момент, вот даже по примеру гагаузской автономии, когда вот криминальная группировка ШОР пришла сюда, начала там оплачивать, они начали строить такой имидж из гагаузов, что вот эти люди, которые там, они по-другому мыслят, одно другое, но мне кажется, что это самый плохой сценарий, который мог произойти, когда начал кто-то другой говорить об имидже и о том, кем является гагаузы. Наверное, и от имени всего гагаузского народа. И здесь, мне кажется, очень важно, чтобы сами гагаузы через свою работу, через свои таланты, через свою честность показали. И у меня вот есть история в Камрате. Я встретил тоже одного гражданина, и он мне рассказывал про то, как у него есть знакомый в Кантемире. И как раз это был прошлый год, тоже осень, и они рассказывали друг другу, что вот я в Камрате сделал свежее вино. И он говорил, а нет, я тоже у себя в Кантемире сделал свежее вино. И у меня вино вкуснее, чем у тебя. Давай навестим друг друга и посмотрим, у кого вино вкуснее. Да? Нормальное общение, нормальное общение, человеческое общение. И он рассказывал, то есть вот в Камрате мне он рассказывал это и говорит, что вот я пойду к другу в Кантемиру, потому что вот мы работали раньше там в Кишиневе на одном предприятии, и сейчас держим связь. И у людей есть сотни, если даже не тысячи таких историй. Это так и есть, да. Таких контактов, которые есть между людьми. А есть и политическая составляющая, когда вот определенные группы пытаются вот создать такую видимость, что вот Гагаузия это что-то отдельное. Но я что хочу сказать, это то, что важно, чтобы политические силы, которые находятся в Кишиневе, чтобы были и участвовали в политических процессах в гагаузской автономии. Я имею в виду политические партии. Кстати, в Гагаузии вы знаете, что очень сильно люди поддерживают независимых кандидатов. То есть это еще раз показывает менталитет людей.
люди хотят поддерживать своих людей, которых они знают. Они знают, Например, да. вас, людей, которые, ну, можно так сказать, единомышленники того, что они или как они себя Но видят. проблема в том, что, поддерживая независимых кандидатов, невозможно иметь гагаузов депутатов в парламенте, и поэтому на всех выборах жители гагаузской автономии поддерживают партии, зачастую те, которые всегда, это правильное слово, всегда занимают большинство голосов, получают, вернее, большинство голосов, и поэтому качественно подготовленных гагаузов или тех независимых, но имеющих авторитет и уважение у жителей автономии, эти люди не попадают зачастую в парламент. Да, вот это вот тоже момент, Потому который, что есть мне такая кажется... политическая система, какая есть. Мне кажется, что я не хочу давать советов, но если бы кто-то бы спросил бы мой совет в этом направлении, мне кажется, что политические партии из Кишинева должны больше находиться и объяснять свое видение вещей здесь на местах. Потому что из всех моих поездок сюда, то, что я заметил, что иногда очень много дезинформации, неправильной информации о том представлении. Зато она быстро работает, эта дезинформация. И убеждает. это, мне кажется, очень негативно слаживается на понимание вещей и здесь на месте, и в столице. Но у нас Республика Молдова с политической точки зрения очень такая страна многогранная. То есть есть очень много политических партий, которые есть. И на местном уровне, вот даже во время того, как Дорин Речан разъезжал по разным населенным пунктам, я помню, когда мы были тоже и встречались с примарями из всей Гагаузии, вы знаете, что я заметил? Что ни один из примарей, там были даже те примари, которые публично говорили другое, но ни один на этой встрече не сказал, что, например, вот европейские фонды, они там какие-то там не такие. Нет, все говорили: господин премьер-министр, мы хотим больше ресурсов, фондов, пожалуйста, вот из Кишинева проекты, программы, инвестируйте в регион, там не только вот те проекты, которые были через Сату Европеан или другие программы, но европейские фонды, пожалуйста, говорите, что мы готовы, мы открыты. И тогда премьер-министр говорит: ну, вы объясните это и людям. А вот как раз мой вопрос, почему, как вы думаете, опять же, да, то есть то, о чем вы сейчас говорите, мы допускаем, не то что допускаем, мы вам верим. И нисколько не сомневаемся, что примары так говорили, потому что именно примары заинтересованы в том, чтобы в их селах что-то делалось, и для этого нужны деньги, нужны проекты, а денег в Гагаузии нет, и мы видим, что последние 2 года, особенно последние 2 года, власть как могла, так и ущемляла. Почему же эти примары, на ваш взгляд, не могут так же активно и открыто, как говорили там, не могут это делать у себя в населенных пунктах с гражданами, которые их избирали? Мне кажется, это просто-напросто двуличие политическое. Это нечестность. Вот я сожалею, что я назову эту фамилию, но я все-таки хочу это сделать. Например, вот даже сейчас в руководстве Гагаузии Константинов, да, который может сказать одно, другое, третье, четвертое. И иногда я следил, например, вот я сейчас не в должности, но иногда следил за заявлениями. И такой думаю, ну как этот человек может как хамелеон менять позиции и точки зрения. Просто он не знает, как по-другому. Мы это всегда видим в Гагаузии. Ну, вы знаете, вот 2 момента, на которые хотелось бы обратить внимание. Политические партии из Кишинева, те, которые знали, как настроены жители Гагаузии, только они чаще приезжали в Гагаузию, знали, что здесь они могут набрать голоса. А вот, ну, допустим, у нас недавно в студии был господин Кюркчу, преподаватель Камрадского государственного университета, и он говорил о том, что, допустим, проевропейские партии на парламентских выборах, они особо и не контактировали с нашим регионом. Возможно, если бы приезжали чаще, возможно, если бы рассказывали, вы эксперт в области коммуникации. Согласен Достаточно полностью. ли было этой коммуникации? Я согласен полностью с вами, что нужно больше общения. И вот если был бы один совет, который я бы дал бы политикам на национальном уровне из Кишинева, это то, чтобы они более активно участвовали, не только приезжали, но были люди на местах, да, которые здесь бы объясняли, потому что вот та политика, которую даже имеет правящая партия, да, то есть эта партия, она имеет очень здравые, хорошие идеи, которые бы могли бы поддержать легко 40-45% да, но они их не знают. Электората. Не знают, просто я согласен. А как вы думаете, почему такое абстрагирование от Камрата? Ну, потому что мне не кажется, что это как бы что-то от Камрата, чем вот есть ресурсы, и ты думаешь, куда потратить эти ресурсы лучше. И всегда вот в этом
списке приоритетов. Но ресурсы всегда из Кишинева сюда приходили, и мы говорим и о грантовых средствах, они тоже сюда приходили. То есть дело... Лена Федоровна, почему этот вопрос, на мой взгляд, задала, что коммуникации не было с Гагаузией. Я согласен, что нужно больше. Почему? И больше не только на уровне там, коммуникации с журналистами или там, участвовать в передачах, но с гражданами просто на уровне там, сел, населенных пунктов. Например, был какой-то проект, чтобы это везде, даже вот эти наклейки тематические, да, чтобы это все было ясно, от кого приходят такие вот ресурсы. Я считаю, что очень много ошибок было допущено на протяжении 30 лет этого диалога, который был с Камратом, потому что сейчас, то есть этот результат, который даже на последних парламентских выборах мы видели, да, вот как автономия решила распределить свою политическую поддержку. Вот с точки зрения коммуникаций это как бы результат вот этих кампаний по дезинформации, вот этой лжи, которая была распространена, и люди просто-напросто поддержали то, что они знают, тех, кого они знают, и те, кто с ними разговаривал, константно на этом протяжении. Даниил, и здесь упущение, я согласен. Вот, я об этом хотела сказать. Да, легко, это можно сказать в оправдании, правящая власть может сказать это в оправдании, да, что там Шору, они поддались Шору. Ну, то есть мы тоже внутри в Гагаузии знаем, что люди поддались. Мы уже об этом говорили, да стоит еще раз, наверное, сказать. Константинов и те, которые ездили и подписывали какие-то договора в Москве, они убеждали людей, что это законно, что можете смело получать эти деньги шоровские. Но почему Кишинев ничего не делал для того, чтобы у жителя, проживающего в автономии, было два мнения? Вот власти региона говорят так, а вот власть страны говорит вот так. Вот этого не было, понимаете? То есть было только то, что ой, гагаузы там такие, ой, они там продались, извините, даже такие глаголы использовали политики. И что было еще, простите, пожалуйста, хочу просто добавить, что слышал гагаузский избиратель. Мы часто в этой студии называем имя Ирины Влах не потому, что мы хотим больше говорить о ней, а не о других политиках, но потому что это человек, который 8 лет управлял автономией. Да. Это человек, который сейчас себя пробует на республиканской арене политической. И вот мы были свидетелями того, как в отсутствии того разговора, диалога, который должен был быть и из центра с Кишиневым, с Камратом, люди просто слышали нарративы, одни и те же, изо дня в день, которые озвучивала Ирина Влах, в которых она просто чернила власти. Ответа не было. Здесь нарастили просто неприятие, допустим, президента страны, неприятие политики ПАС, к ним могут быть вопросы, но здесь такое неприятие, такая агрессия тут взращена в Гагаузии, что ожидать, что результаты были другими, можно было только, если были попытки также, может прямо, где-то, может быть, эмоционально ответить. Но вот этого ответа не было. Что я хочу сказать, что... Кишинев боится Камрата? Нет. Дополнение к этому? То есть официальные власти, даже вот госпожа президент, премьер и так далее, никогда не опустятся на уровень таких мелких политиков, которых, я надеюсь, что история просто-напросто забудет, очернять, разделять и создавать вот эту вот ненависть. То есть вот госпожа президенту, это просто-напросто, вы знаете, когда делаешь там оладьи и месишь тесто. Да. И это разное тесто, да, то есть у тебя есть люди, которые имеют определенные ценности. И, пожалуйста, вот покажите мне хоть одно заявление госпожи президента, премьер-министра Речина. Я уже не говорю о новом премьер-министре Мунтяну, который имеет такую открытую и, мне кажется, душевную позицию о том, что давайте, вот как в советском мультфильме «Кот Леопольд», давайте жить дружно. Вот зачем эту ненависть высаживать? Вот все знают, вот даже очки, мы же понимаем прекрасно. Вот я понимаю, нет, я не хочу понимать. Я не хочу понимать. То есть вот каждый человек, который сажал что-то в землю, он знает, что если ты посадил лук, у тебя лук взойдет. Если ты посадил пшеницу, у тебя взойдет пшеница. Это даже можно сказать библейское такое нарицание. И когда ты садишь эту ненависть, она взойдет.
но ты, да, может быть, эти мелкие политики, они выигрывают что-то на таком маленьком уровне. Но какие их обещания были сделаны? Где аэропорт? Где там заводы, которые обещали эти местные мелкие политики, которые просто-напросто, их нету. То есть там просто-напросто ненависть, неприязнь. И подумайте, что вот вся страна думает о людях, которые проживают здесь. И мне кажется, что гагаузы очень умные люди. И мне кажется, вот в следующем будущем гагаузы должны тоже сделать выбор, во-первых, для себя. Вот Даниил, я тут хочу, извините, перебиваю, но вся страна думает о гагаузах ровно ровно так, как гагаузы о себе заявляют, это понятно. И тут наша проблема гагаузского общества, что у нас такая власть, мы ее избираем, к сожалению, что она так о нас говорит о гагаузах. Но тут есть проблема, в стране думают о гагаузах так, как страна тоже хочет думать о гагаузах. Понимаете, и очень хочется, чтобы... мы очень много говорим об объединении страны. Мы общество и политики говорят. Но надо приступить к тому, чтобы на деле что-то делать. Вот я убеждена в том, что последние, может быть, да не последние, даже не хочу назвать 5-10, а вот все 30 лет, никогда в стране центральные власти никогда не рассматривали Гагаузию как регион, о котором надо рассказывать всем гражданам страны. И это может быть минус. Потому что из года в год граждане Республики Молдова думали о том, что там какой-то регион, они там как-то живут, у них там что-то там у них все свое, у них там свой Башкан, но мы же жили в границах и живем, продолжаем жить и будем жить в границах одной страны. Мне кажется, здесь явно Кишинев не дорабатывает. Мне кажется, нужно прийти к истокам культурной автономии Гагаузии. То есть, например, если бы... Вот я прочитал, даже вот готовясь к этой передаче, я прочитал 3 или 4 заявления президента по разным темам, где касательно гагаузской автономии. Да. И вот я читал это все, я такой... Это как бы по-английски road map, да, то есть это вот как карта тех вещей, которые можно было сделать. Но это не должен делать Кишинев. Я, может быть, разочарую вас, но официальный Кишинев должен давать ресурсы, и эти ресурсы были даны. То есть, например, вот даже объездная дорога сейчас так просто-напросто было приятно проехаться по этой дороге, там другие инвестиции. То есть эти деньги, они давались. И то, что на местном уровне политики, я вот помню, Ирина Влах, вы ее упомянули, она, когда оканчивала роль Башканата, распечатала и раздала всем, мне кажется, это книжечка лжи. Потому что, почему я ее так назову? Потому что в этой книжке просто-напросто не было сказано всей правды о том, что вот эти ресурсы, они поступали из госбюджета Республики Молдова, то есть на центральном уровне, и помогали партнеры, да, то есть и нужно было об этом говорить, чтобы каждая семья знала об этом, что эти деньги, это деньги налогоплательщиков, людей, как и вот мы все. Если она не говорила об этом 8 лет, почему она должна была в конце в этой книжке об этом сказать? Ну, это, мне кажется, вот это вот тоже большая проблема состоит и в этом контексте. Но что я хотел сказать, что культурная автономия Гагаузии, это значит, что на местном уровне должны быть люди, которые бы встали бы и сказали: ребята, давайте мы защитим гагаузский язык. Вот премьер-министр Ичан, когда был в Вулканештах, он просто-напросто по улице шел и остановился у мэрии Вулканешт, и там были объявления. Ну, большинство было на русском языке, на гагаузском не Вас было. удивило? Там это очень сильно удивляет, потому что мне кажется, что вот я по своей памяти, мы вот до эфира разговаривали, вот бабушки, эти красивые бабушки в этих косынках, которые разговаривали на гагаузском языке. У меня тоже тетя по линии, то есть брат мамы, он женат на гагаузский, и она говорит на гагаузском языке. Они сейчас не живут в Молдове, живут в США, но это женщина, которая всегда помнила, что ее бабушка, ее мама защищала традиции, вот эти вот блюда, культурное наследие, праздник там Касым, праздник Хедерлес, то есть это то достояние и ценность, что характеризует идентичность гагаузского населения здесь на юге. И мне кажется, что никогда бы
бы официальный Кишинев не сказал бы, вот, нет, не предлагайте нам, мы не поддержим. Наоборот, поддержали бы. Как так получается, что вот для меня что удивление, вот может быть обидятся на меня люди, которые смотрят этот эфир, но для меня удивление, что Башкан не разговаривает на гагаузском языке. Для меня удивление, что депутаты Народного собрания, которые представляют гагаузскую автономию, они начинают заседание со слова «здравствуйте». Это красиво, это понятно, но и на гагаузском. Это же не проблема там говорить на гагаузском и переводить там на русский, на румынский, на любой другой язык. Для меня проблема, что... Они не видят в этом проблему. Константинов Анатолий Голия что сказал? А куда с гагаузским языком? Зачем гагаузский язык? Так... То есть это председатель Народного собрания Гагаузии. Это культура. Вот в это я бы хотел бы даже во время своей учебы в школе больше узнать про гагаузскую культуру и идентичность. То есть из-за того, что я провел время там в Бурлачанах на юге страны, я знал более тесно и был более связан с гагаузской культурой. Но для, например, ребятишек, которые живут в Хинчештах или в Вот, я об Санджирей. этом говорю, что Молдова мало что знает о гагаузах вообще. Поэтому вот этот нонсенс, который произошел, этот позор, я его называла с самого первого дня, как только жители автономии избрали такого Башкана, какого избрали в 2023 году. Вот о гагаузах ничего не знают в Молдове, и это проблема страны. Я это хотела сказать, Даниил. То есть 30 лет мы можем говорить о том, что у Гагаузии есть свои бородатые проблемы. Они серьезные, очень серьезные, и с этим надо разбираться нам, жителям автономии. Но и у страны есть проблема, что об автономии умалчивалось, либо не говорилось. Я приводила пример. Не так часто можно увидеть и сейчас, а раньше тем более очень редко. Кроме первых лиц автономии, никого не приглашали в какие-то передачи на ток-шоу, в каких-то СМИ. И это плохо, потому что в Молдове должны знать о том, что, коль есть автономия признанная, законодательно действующие, значит, там есть власть, о которой должны знать граждане всей страны. Ну, здесь я полностью согласен, и поэтому, например, вот в последнее время были приняты, мне кажется, очень разумные и хорошие решения об открытии, например, Радио Молдова Камрад, где госкомпания Телерадио Молдова открыла вот этот филиал. Мне кажется, что то, что вы сейчас довели до вашей аудитории, это могут услышать и коллеги-журналисты, я полностью согласен. Голоса из автономии должны быть слышны. И, кстати, многие не знают о проблеме, которая существовала на протяжении 30 лет, и об этом не знают в Кишиневе. Например, что молодые ребята, которые оканчивали школы русскоязычные здесь, уезжали в Тирасполь для того, чтобы получить высшее образование, например, в Тирасполе. И это тоже такой элемент, который нужно тоже решать как-то эту проблему. И наоборот, когда здесь на местном уровне, например, были политики, которые пытались разжечь эту ненависть, неприязнь, пытались как бы всегда говорить людям о том, что вот там какой-то Кишинев, какой-то непонятный, там что-то там делается, что-то там без нас. И здесь и народ на местном уровне должен сказать, ну, докажите, покажите. Мы хотим не только там верить на слова, но мы хотим понять лучше все эти процессы. То есть критическое мышление, оно важно и для молдаван, как всего населения Республики Молдова, как и для этнических групп, которые проживают здесь. И мне кажется, это наша общая работа и государства, и общественников, и коллег-журналистов для того, чтобы повышать этот уровень. И я бы хотел бы в будущем, вот мы обсуждали, как решить проблему, чтобы не только говорить о проблеме, но я считаю, что больше ресурсов на то, чтобы изучался гагаузский язык на местном уровне, чтобы изучался румынский язык, чтобы было легче соединиться с общим пространством. Да. И всегда не забывать о человечности в том смысле, что люди, то есть мы социальные, мы продукт социального общения. Если вокруг нас будут все говорить раз, два, три, четыре, мы тоже будем повторять раз, два, три, четыре. И поэтому нужно просто-напросто на человеческом уровне вот все эти идеи обсуждать. Вот как мы сейчас обсуждаем в этом эфире, обсуждать это и на местном уровне, и на кухне, домах, и на конференциях. Я бы с удовольствием бы послушал бы, например, конференцию педагогов. Я участвовал в конференциях педагогов в столице, в Кишиневе, еще когда я был студентом. И я бы хотел бы услышать, о чем
чем разговаривают те люди, которые выращивают новое поколение. Которые работают в образовании. Департамент культуры, какие деятельность проводится. Например, я помню, что для меня, как для пресс-секретаря, было очень трудно читать о том, что самым главным приоритетом управления культуры гагаузской автономии было скандал по поводу 9 мая, День Европы или День Победы. То есть мы дошли до этого уровня, то есть на этом уровне находится культура. Какая ситуация театра? Я не слышал, например, про театр на гагаузском языке. Было бы интересно развить эту тему. Было бы интересно посмотреть, вот на Молдове-1 есть передача, над которой работаете и вы, и эта передача, она занимает там полчаса в эфире, но это опять же продукт, как люди могут узнать лучше об регионе. Та же телерадио Молдова имеет репортера на местном уровне, который подает сюжеты из Камрата. Да. То есть, и это нужно делать и с бельцами, потому что у меня есть этот пример яркий, вы знаете эту ведущую российского телевидения Екатерина Андреева. Вот наше поколение ее знает, потому что она была в эфире, ее знали все. То есть люди Вулканешек, Бельцев в Кишиневе, все знали, кто такая Екатерина Андреева. Все смотрели Первый канал, да. Сейчас я встречаюсь с ребятами, которым 18 лет, я спрашиваю, вы знаете, кто такая Екатерина Андреева? Трагедия. Они не знают. Это не трагедия, это счастье. Потому что у нас есть Екатерина Жекова, у нас есть Елена Карамит, у нас есть люди, которые говорят о том, что происходит на местном уровне. И я хочу знать больше. Вот у меня очень много смешных казусов с ГРТ. Так получилось. Но... А давайте поговорим о ГРТ. Как раз мы давайте. Да, по планам нашей дискуссии мы о ГРТ хотим поговорить после нашей рубрики. А люди говорят, что это у нас такая рубрика традиционная, и мы задаем короткие вопросы и просим, Даниил, вас дать короткие на них ответы. Хорошо. Друзья, Даниил Вода в нашей студии, единомышленники, я, Елена Карамит, здесь, и вы тоже оставайтесь с нами, потому что то, что мы здесь обсуждаем, нам кажется, это важно и интересно. Оставайтесь с нами. Люди говорят, что... Люди говорят, что оппозиция не нацелена на работу, а правящая партия не намерена считаться с оппозицией. Это неправда. Нужно сотрудничать, должен быть диалог. Я даже, знаете, как почитал, вот после результатов этих парламентских выборов, первый раз за историю страны у нас почти 80-85 депутатов в парламенте, которые в открытую говорили о том, что евроинтеграция – это как бы национальный план, и не говорили против евроинтеграции страны. Задумайтесь, 80-85 членов парламента. То есть нужно общение, нужен диалог, потому что и те, и другие получили голос людей, и этот голос, он должен быть представлен с достоинством. И надо быть честным с людьми. Тогда это самое главное. Опять же, я вернусь к аэропортам и разным предложениям, которые были. А заводы открылись, кстати, которые обещала Ирина Влах 8 лет назад. Еще нет. Еще нет. Ждем. Заводов нет, 500 миллионов евро, обещанных Илоном Шором, нет. Это господин Константинов, по-моему, обещал эти 500 миллионов. Да, он озвучивал это. Шора он озвучивал. Люди говорят, что хотят жить хорошо здесь и сейчас, а не потом или когда-то. Полностью согласен в том смысле, что люди хотят иметь достаток, потому что у нас нет времени ждать. И я, кстати, честно вам говоря, вот даже когда я общался с людьми и во время вот этой кампании, я говорил честно, что я не хочу рассказывать своим детям, у меня 2 дочурки, я не хочу говорить моим детям, что я был каким-то поколением, которое там опять страдало, да, потому что во время вот советского периода, когда мы начали независимый путь, мы все помним, никто не был готов к этому, это новая система, новые правила, много недостатка. В 2000-х годах, когда люди начали разъезжать, это столько семей, мне кажется, это была большая национальная трагедия. Это целое поколение, которых вырастили те же бабушки, которые должны были просто-напросто отдыхать в свое время. И это люди, которые вот сейчас была статья в New York Times, которая рассказывала о женщинах, которые работали в Италии, и которых у них сейчас большая проблема, у них эмоциональный недостаток того, что они не провели время со своими семьями. То есть это вот
такая внутренняя боль, которую знают только эти женщины, эти мужчины, которые Вынуждены разъезжались и были, были да. вынуждены делать это. И это не коротко, но я хочу напомнить об этом. Очень много и гагаузов ездили в Москву на заработки. И едут Многие, еще. благодаря этим деньгам, многие там отстроили дома и так далее. Но только очень мало из этих мужчин и женщин рассказывали о тех гонениях, когда вот милиция оштрафовала, условиях, в которых люди жили там. То есть эти деньги, которые люди заработали, это в ущерб своего здоровья, в ущерб своего времени, проведенное с любимыми людьми. Мы не должны забывать об этом. Поэтому нам нужно построить нормальную, современную, благополучную страну здесь, чтобы таких трагедий не было. И чтобы мы здесь жили сейчас хорошо, а не через 20, 30, 40 лет. Я извиняюсь, европейская интеграция – это именно этот путь. Люди говорят, что власть все время говорит о реформах, а в их жизни мало что меняется. Ну, я тут согласен и не согласен. Слово «реформа», она такая негативная. Вот если вы помните, земельная реформа. Никто им не радуется реформам. И мы постоянно говорим о реформах. Когда я говорю мы говорим как общество. То есть постоянно были реформы, и ничего хорошего из этого не выходило. Но в то же время, например, вот пример, который вы подали вы в области образования, когда был наведен порядок в этой области, и меньше коррупции, больше возможностей для детей. Сейчас у нас на повестке как бы есть реформа административно-территориальная, это важная реформа. Наисложнейшая, наверное. Сложнейшая реформа, но ее нужно провести. И я хочу здесь объяснить, почему нужны реформы. Это не для того, чтобы там что-то решить, отличиться там, или сказать, что вот Брюссель мы сделали то или другое. Нет, это для людей, чтобы жизнь людей стала легче. Например, сейчас можно подать там заявку, открыть бизнес, это все можно сделать там онлайн, да, или там заявление на компенсацию. Ты не сидишь там, не унижаешься перед каким-то чиновником, который не уважает тебя, а ты это делаешь в онлайн-формате, и это все просто и ясно. Для людей. Реформы должны быть для людей. Люди говорят, что молодежь не может реализовать себя в стране, потому и уезжает. Я, может быть, сейчас неординарно отвечу. Я не считаю, что, во-первых, что отъезды людей – это всегда негативно. Да? То есть, во-первых, я считаю, что каждый человек, он свободен принять решение, и где ему лучше, туда он должен и поехать. И государство не должно ставить там барьеры какие-то. То, что мы можем сделать как государство, это дать возможности молодежи реализоваться. Например, сейчас было пособие дополнительное в области образования, чтобы молодые специалисты остались. Благодаря кампании, которую начало Министерство образования, мы сумели сейчас иметь рекордное количество молодых ребят, которые поступили в вузы Республики Молдова. Мы сейчас открыли рядом здесь в Тараклии новый филиал Европейского университета, который откроет возможности и для ребят из Гагаузии, и для ребят с Украины, которые смогут получить европейский диплом. В Камрате университет тоже обновление, там новые специальности, новые проекты. То есть возможности должны разрабатываться, но мы не должны смотреть на приезд или отъезд людей как на только трагедию, потому что у людей должно быть это право выбора. Но государство обязано создавать условия и для молодого поколения. Спасибо. Люди говорят, что из-за языкового барьера не чувствуют себя своими в собственной стране. Русскоязычное население имеется. Я понял. Мне тут, смотрите, я дипломат по специальности. Я люблю языки. Я разговариваю на румынском, на русском, на английском, вот на японском. Я понимаю украинский. Я, кстати, когда проводил лето в Бурлаченах, смотрел украинский канал 1+1. Да, там смотрят каналы. Да, и я понимаю украинский язык благодаря этому. Что нужно сделать? Это просто-напросто открыть себя к языкам и понять, что язык — это мост общения. Да. И мне кажется, вот в Гагаузии сейчас очень много людей, которые, например, отдают своих детей в румыноязычные... Больше стало таких людей. Да. И это тоже решение, мне кажется, очень, очень рациональное. Но я бы хотел, чтобы больше было возможности обучения на гагаузском языке. Русский язык, я вам скажу даже казус.
Я был в супермаркете рядом с моим домом, и была очень молодая продавщица и представитель пожилого поколения. И продавщица просто-напросто не понимала знает, русский язык. не знает. И человек хотел обменять деньги, и он не мог это объяснить на любом языке. Я, конечно же, помог в этой ситуации, но нужно иметь то понимание, что есть, например, пожилое поколение, которое не сможет сейчас выучить новый язык, и это реальность И этого есть момента. молодой, который уже не говорит совсем на Да, русском и здесь языке. я бы хотел бы, у меня два конкретных предложения, то есть не отвечать с негативной эмоцией на эту ситуацию, да, вот особенно в румыноговорящем обществе есть же такой момент, когда говорится, что ну вот всю жизнь живут и не говорят ни на одном языке, то есть не говорят там на румынском или на гагаузском, только на русском. Толерантности не хватает. Больше толерантности со всех сторон, а те молодые ребята, которые сейчас имеют возможность выучить румынский язык, ребята, учите, это вам поможет. Учите все языки, да, то есть это помогает просто-напросто развивать себя. Каждый язык это новая составляющая нас. И я очень рад, что программа правительства по изучению румынского языка очень популярная и в гагаузской автономии, Да. и много людей, Так которые... это и есть, да. Очень много людей, которые желают обучиться Да. языку. Люди говорят, что закрытие русского дома в Кишиневе аналогично закрытию русских каналов. Что вы об этом можете сказать? Нет, я не считаю так. Во-первых, это не решение против там русской культуры и так далее. Я помню очень отчетливо, как принималось это решение. Это произошло, и это сподвигнуто было тем, что, и это больной тогда был вопрос, я сам эмоционально был вовлечен тогда в это, когда дрон российского производства упал на расстоянии 2 километров от больницы города Тараклия. Угу. Если вы помните, тогда первый раз молдавские власти сказали, что мы принимаем решение о закрытии этого учреждения. Первый раз тогда в истории Молдовы дрон, который мог просто-напросто взорваться, был так близко к социальному объекту, где были невинные люди. И я не знаю ни одного человека, который бы желал войны, желал, чтобы такая трагедия произошла. И я помню тогда, когда обломка другого дрона была представлена послу Российской Федерации, как он ответил, что это может быть не российское. Вот именно отрицание ответственности. Вот я знаю, что люди, которые ответственны, они ответственны за свои действия и могут сказать: извините, мы не правы, мы это допустили, мы извиняемся. А такого нет. И Молдова в отношении Российской Федерации, потому что это такой щепетильный вопрос и здесь на юге, многие, к сожалению, нечестные политики рассадили вот эту вот ненависть того, что вот официальный Кишинев, он так негативно относится к России, там Россия же наш друг и так далее. Никто не говорит, что нет, то есть никто не говорил о том, чтобы связи с Россией полностью были расторгнуты. Но мы говорим об ответственности того решения и тех действий, которые Российская Федерация сделала. Брат пошла против брата, потому что мы все знаем, как украинцы и россияне сосуществовали всегда. Вы представьте себе такую ситуацию, даже есть гагаузы на юге Буджака, в Украине, которые, к сожалению, это те же гагаузы, как и в Молдове, которые страдают от этой войны. И поэтому страдают, погибают, защищают свою страну, как Украина. Да? И поэтому для нас очень важно вот это решение, это то, что мы можем ответить и сказать, что так, но это непорядочно. Непорядочно не признавать, непорядочно продолжать эту войну и непорядочно использовать культуру как инструментом влияния, пропаганды, дезинформации и шпионажа, которые мы видим в контексте этого центра. И я хочу еще раз напомнить, это решение было сподвигнуто тем, что российский дрон был найден на территории Республики Молдова на расстоянии 2 километров от больницы города Тараклия. А почему так долго принималось это решение? У вас есть ответ на вопрос? Да, потому что там технические моменты по поводу того, что это договоренность еще 99-го года, если я по памяти не ошибаюсь, и там есть определенные процедуры. И у нас началась процедура, было объявление, сделались вот все эти бумаги, потом между двумя парламентами есть такая процедура, что если процедура не началась
предыдущем парламенте, его нужно продолжать уже в новом парламенте, и это вот сейчас будет происходить. Ясно. Люди говорят, что некоторые политики вчера восхваляли Шора, сегодня делают вид, будто никогда его не знали. А там не говорится конкретно о политиков, я знаю пару имен, могу поделиться. Назовите. Ну, по-моему, недавно участвовал в программе один из этих людей. Смотрите, и мне кажется, что люди, которые там продвигают политика, который осужден за воровство и получил 15 лет и не исполняет это, ну, опять же, я знаю, что гагаузы очень гордый народ и очень уважают закон. И я думаю, что вот в обычной гагаузской семье никто бы не хотел бы поддержать человека, который воровал из этой семьи и продолжал незаконные действия и просто позорил свой край и свою семью. И так и мы. Мы просто-напросто не должны забывать, что вот эти все люди, у них все хорошо, они живут на Рублевке, они ходят в дорогие рестораны, они одеваются в брендовую одежду, у них отменные, замечательные машины. Ребята, это они не создадут здесь на месте. Они не для этого Они не для уезжали этого туда. уезжали, да. Но да, к сожалению, да, это позорно для гагаузской автономии, и мы здесь, Лена Федоровна, не раз и в этом эфире скажем, и это будет не лишним. Гагаузы, вы говорите, гордый народ. Гагаузы такой же порядочный народ, как много других народов, которые проживают. Гагаузы проживают в нашей стране. Гагаузы были введены в заблуждение политиками, которые получали доверие, популистами-политиками. И из этого надо как-то выкарабкиваться. И я почему-то очень верю, что у нашего народа, у гагаузов, проживающих в автономии, хватит на это сил для того, чтобы понять, какие политики больше не должны получать доверие, потому что они серьезную проблему создали для жизни гагаузской автономии. И другие выборы будут другими, у нас появятся новые политики. Ну, подумайте еще, вот смотрите, вот мы сейчас находимся во Вдарме, и очень много населенных пунктов здесь вокруг. Вот подумайте об этих людях, которые живут на местах. Вот кто из них, вот мы знаем там тетушек, дяди, да, кто из этих людей, они бы радовались тому, что Шор использует автономию. И здесь, мне кажется, вот каждый человек, он должен понимать это, осознавать. И здесь мы должны иметь терпение объяснять каждому. Даниил, людям просто, когда эти популисты, политики к ним приходили, они объясняли, вот поддержите Шора, вы получите то, что именно нужно для нашей Гагаузии. Ну, однажды обманул, 2 раза обманул, 3 раза обманул, тогда уже за мой счет получаешься дураком. Но здесь такая обратная реальность какая-то у нас, благодаря ряду политиков. Тут обратная реальность. Люди не смотрят на это вот в этом свете, в котором вы сейчас это представляете, или видим мы. Законность не имеет значения. Мне кажется, что нужно иметь терпение и вот просто-напросто... Это тоже переживем. Общаться. Идем дальше по глоточку нашего чая, и мы продолжим наш разговор и будем говорить о ГРТ, об общественной компании, и не только. Моя любимая тема. Любимая тема? Прям вот так? Любимая тема в том смысле, что на удивление, вот я работал с разными СМИ Республики Молдова, и, к сожалению, вот если было бы в учебнике журналистики вот как не надо, вот туда нужно было на первую страницу поставить... Хорошая интрига. ГРТ. Давайте продолжим через несколько секунд. Но я попрошу зрителей, которые смотрят эту дискуссию, друзья, ставьте лайки, если она вам нравится, поделитесь с друзьями, если вы хотите это сделать. Ну и подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Расширится наша аудитория. Это означает, что единомышленников будет больше, как мы тут хотим и любим говорить. Значит, крепче станет Молдова, потому что людей, объединенных тем, как устроить жизнь Молдовы, в объединении жить и в радушии, это интерес каждого гражданина должен быть, потому что от этого выиграют и граждане, и страна. Друзья, у нас в студии сегодня Даниил Воде, экс-пресс-секретарь бывшего премьера кабинета Дарина Ричана, и мы сейчас говорим о ГРТ, потому что Даниил сказал о том, что это важная тема. Ну-ка скажите, почему для вас эта тема важная, интересная, ГРТ? Вы знаете, в определенный момент, когда просто-напросто на ГРТ пошла такая шоровская пропаганда по разным темам, я такой думаю, ну ладно, может быть, люди поймут, начнут там звонить, говорить, что ребята, ну может быть немножко по-другому, может быть пригласите кого-то, но это не срабатывало. Просто-напросто в определенный момент
ГРТ стала пропагандистическим инструментом вот этой криминальной группы. Я был в эфирах в ГРТ, я в этих эфирах даже спрашивал публично, говорю, почему вы сюда не приглашаете, например, других журналистов, людей, которые имеют другую точку зрения. Вы знаете, я упоминал и ваше имя Михаила Серкели, например, и каждый раз, мы приглашали, нам не отвечают, или, например, я помню, с примарами. Я спрашивал, а почему вы не говорите о проблемах на публичном телевидении? Примары говорят, а нас не приглашали. А с другой стороны говорили, нет, нас приглашали. И вот когда просто-напросто публичное телевидение, которое основывается на деньгах людей из автономии, налогоплательщиков в Гагаузии, мне кажется, это некорректно, это неправильно. А самое, мне кажется, страшное, это в определенный момент, когда журналистов из ГРТ просто-напросто так убрали в сторонку, и даже мне, как пресс-секретарю, начали названивать какие-то люди, которые говорили на очень таком бухарестском акценте румынского языка. Удивительно. Да? Да, представлялись там, я помню, имя Делия, по-моему, и говорили, вот мы звоним с ГРТ по той или другой теме. Интересно, а как это и для чего это? Так, мне кажется, просто-напросто привезли там каких-то людей, которые имели определенную повестку. Просто-напросто людей... Так они просто координировали работу, возможно, потому что вот этот опыт, который появился на ГРТ, не знаю, года 2 назад, когда на ГРТ работают, как у нас говорят, гастарбайтеры из Кишинева, журналисты. Я не уверен, что из Кишинева. Из Кишинева те программы, которые закупаются втридорого, наверное, да? Это тоже вопрос, который, мне кажется, и счетная палата должна проверить внимательно. Если есть ресурсы, на ГРТ же работает очень много людей, они могут производить а сами вдруг они не передачи. сделали бы так, как Шору надо? А вот эти журналисты отрабатывают именно так, как это нужно Шору. Потому что я смотрела несколько передач этих, мы говорим о Корнелию Чуре и о Бельченковой, вообще непонятно. Потом, когда ты видишь, что это, оказывается, журналист, который работает на общественном телевидении. А потом ты видишь, как она в Москве, я сейчас речь веду о Бельченковой, старательно снимает Шора, чтобы успеть запечатлеть именно так, как это надо, наверное, для репортажа на ГРТ. И ты не понимаешь, как деньги налогоплательщиков, наши деньги, жителей Гагаузской автономии, уходят на то, чтобы поддерживать идеи только Шора. Что это такое? Да, но мы здесь говорим о том, что русскоязычный контент, его мало и здесь, в Гагаузии. И, наверное, вот эта площадка была бы очень важна для того, чтобы те реформы, те законы, которые принимаются на уровне страны, становились более доступными для жителей нашей страны. Эта площадка должна служить для этого. Но все то, что именно мы видим, мы понимаем, каким целям на сегодняшний день служит ГРТ. И это не только сегодняшняя реальность, к сожалению, на ГРТ. Мы с Катериной Федоровной, будучи депутатами Народного собрания Гагаузии, мы помним тот момент, когда на ГРТ были черные списки, приглашались только определенные депутаты или определенные жители региона, для других доступ к этому региону был закрыт. Знаете, что меня удивляло? Меня удивляло, когда я видела, что ГРТ приглашала вас в свои эфиры онлайн, либо, по-моему, вы были у них и в студии. Не был ни разу в студии. Это только господин Спину приехал в студию и вышел со студии. Вышел, когда был господин Константин. Пришел и вышел, потому что к нему пришел Константинов. Представляете? Мне кажется, потому что тогда ведущая, по-моему, была Караман, очень интересная такая персона. Она сейчас, по-моему, политиком стала, да? Или как... Донором партии. Нет. Донором партии. Очень интересно. Но разъясним, донором партии, то есть человеком, которая пожертвовала какие-либо деньги для того, чтобы партия Фортуна, по-моему, партия Фортуна могла делать свою предвыборную кампанию. Представляете, журналист компании жертвует деньги. Как это вы, наверное, ответ дадите лучше. Может ли журналист, вот проявивший себя таким образом, продолжать работать? Если это шоровское телевидение, то можно все. И это, кстати, печально об этом говорить, но это так. Я хотела узнать, все-таки вернуться к вашей такой формулировке. Вы заинтриговали, когда сказали, что мне очень нравится эта тема. Но и скажите, вот это ваше участие в эфирах ГРТ, что для вас вывело важное? Почему вы можете утверждать сегодня, что это шоровское телевидение? Я очень сильно хотел, во-первых, общаться с людьми из автономии, потому что люди, они самое важное достояние страны. И я очень сильно хотел, чтобы даже в искаженном формате, что наши решения
решения в правительстве доходили до людей. И мне кажется, что люди, которые имеют критическое мышление, они все понимали. Я не всегда понимал, почему там в эфирах получалось так, что 4 гостя, включая модератора, как бы были против представителя там правительства. Я никогда это не понимал. Я никогда не понимал, почему Михаил Влах всегда был в эфирах. То есть не было ни одного эфира, у меня было 4 или 5, в котором не было бы господина Влаха. Напротив вас тяжеловеса выставляли. Поэтому... Я так понимаю, но каждый раз новая должность. Иногда это журналист, иногда это какой-то Он же Михаил политик, Серкелин, иногда... тоже журналист. Михаил Влах. Михаил Влах, Да. простите, пожалуйста. И для меня это было немножко странно. В одном эфире я это сказал, для меня это абсурд, но я представляю людей. Вот, например, если я смотрю ГРТ каждый день, и каждый день у меня это лицо, его представляют по-разному. По-разному. Это может быть какое-то недопонимание. Но... Ну, давайте перечислим. То есть его могли представить как советник, как журналист. Мы помним, мы говорили о свободе слова. Тогда с журналистом Михаилом совета был. Ну, так вот. Кстати, я ни разу не видел, чтобы публичное телевидение приглашало собственного председателя наблюдательного совета на должность там эксперта по разным вопросам. Даниил, извините, но председатель наблюдательного совета общественного телевидения и радио Михаил Влах, когда ездил в Израиль вместе с Константиновым Ильяузуном, он там все порешал тогда относительно Гагузского радио и телевидения, и когда оттуда вернулся, он отказался от должности председателя наблюдательного совета. Это так называется, так как говорят, да, умыть руки, отойти в сторонку и потом дать возможность всем другим замораться в этой истории, когда телевидение стало шоровским. Я это так воспринимаю. Это, безусловно, предательство совершенное, потому что невозможно было общественное телевидение передать в управление Шору. Точно так же, как невозможно было Гагаузию передать в управление Шору. И это позор гагаузской автономии. Это мое субъективное мнение, и я об этом говорю с большим сожалением о том, что с нашим обществом это произошло. И от этого вымывать это все нужно только нам, гагаузам, и никому больше. Я бы хотел обратиться к людям, которые работают на ГРТ. Это операторы, это журналисты, это эдиторы. Там, кстати, не только ТВ, есть и формат радио, где работают люди, которые имеют совесть. И я бы хотел обратиться и сказать, что вот как эти люди хотели бы видеть себя через 5-10 лет. С пятном того, что есть определенные указания, которые исполняешь, и как бы говоришь себе, что нужно иметь эту заработную плату и так далее. То есть это. Или просто-напросто нужно защищать те ценности, за которые это телевидение было создано, или эта компания была создана, а именно ценность общественного телерадиоканала. Я сейчас не хочу сказать большего, но я хочу сказать, что в должности пресс-секретаря я общался и всегда буду общаться со всеми журналистами, но я считаю, что пресс-секретарь должен бояться в хорошем смысле прессу, потому что пресса является четвертой силой общества. И пресса должна защищать интерес людей. И у всех этих работников, все, кто работает и даже в руководстве этой компании, у всех есть родственники, у всех есть люди, с которыми они хотят здороваться и от которых хотят уважения. И я бы хотел, чтобы эти люди задумались, будут ли их уважать профессионалы их дела, я говорю о других журналистов, будет ли их уважать их родители, их близкие родственники. И в-третьем, будет ли их уважать каждый гражданин, который смотрит и который платит за вот это все, что там показывают. И мне кажется, что в Гагаузии есть достаточно умных, смышленных, сильных журналистов, которые могут вести эфир лучше, чем Бельченкова, которая ездила по гастролям в Страсбург и на деньги Шора очерняла прессу Республику Молдову. Мы об этом знаем, я об этом знаю. Лучше, чем господин Чура. Со всем уважением. Кто господин Чура для людей из автономии? Почему вот не приглашаются сильные журналисты и не делается передача в 8 часов вечера с сильными журналистами, с критическим мышлением, где обсуждаются вот все эти темы?
И Вы мне знаете, кажется, я что... думаю, что Шору просто нужно было трудоустроить этих двух журналистов, Шор коли о них находится, мы говорим. я понимаю, но Шор находится Для в того, Москве, а мы все находимся в Республике Молдова. Мне кажется, мы должны просто-напросто говорить о свободе. Вот свобода – это то, что начинается у нас в голове. Если вы знаете, эти люди не нашли в себе силы быть свободными, это не изменит ни одно другое решение. Решение не придет из Кишинева, не придет смотрите, из аудиовизуального совета. Это должно быть свобода личная. А, Даниил, в Гагаузии очень, не то что двояко, но в Гагаузии как раз больше претензий у гагаузского общества к тем людям, которые представляют себя как независимые журналисты, работают на независимых информационных порталах, либо на информационных каналах, собственно говоря, как и мы. Да? И очень часто говорят, что вы там на деньги USAID, кто-то там на деньги Сороса, Сорос, да, вот это очень актуально. То есть на деньги Шора можно. Но на деньги Сороса, на деньги европейских грантов, но я уж много раз об этом говорю, столько всего сделано в Гагаузии за последние минимум 10 лет, что если это все убрать в сторонку, я не знаю, чем Гагаузия могла бы гордиться. Потому что на деньги Сороса, если уж на то пошло, у нас даже туалеты, извините, санузлы в школьных заведениях, во многих, и в Камрате в том числе, построены на деньги. Но люди разделяют. Вот санузлы и школы, сады, крыши – это нормально, если это европейские, румынские и еще какие-то западные деньги. А вот если это ГРТ, мы критикуем, что Шор не имел права, и люди, которые позволили Шору управлять и тратить эти 10 миллионов на себя, на свой пиар, на свою какую-то там особую кампанию шоровскую в Гагаузии, то надо этих людей наказать. Но, кстати, получается вот такой вот момент, что они не имеют права, но они это делают. И сегодня государство не имеет, кроме штрафов, никаких других рычагов воздействия на компанию, которая распространяет фейковую информацию. Вы говорили о том очень часто в своих брифингах, что правительство не приемлет фейковые новости. Вот нет у нас никаких инструментов противодействия. Ну вот штрафы. Ну, штрафы, кстати, понятно. есть положительный момент. Уже даже Константинов в той передаче, о которой вы говорите, у господина Аголя, сказал, что ну вот мы туда отправили проверку, оказывается, там так много штрафов, и уже 2 года выписывают общественной компании ГРТ, и она много из этого уже оплатила, и предстоит оплатить. Это, наверное, тоже уже это миллион. Это тоже деньги налогоплательщиков. Конечно. Конечно. Это наши с вами деньги. Но компания будет пускай платить, оплатит господин Константинов, пускай оплатит, например, работают. Менеджер компании, если о том мы говорим. То есть, менеджер компании ставленник Шора, который менеджер сам платить не будет, вот в этом вся соль. Будет платить компания. Я об этом понимании говорю, что вот когда это какие-то казенные деньги, когда государственные деньги, как бы кажется, что это не из своего кармана. Но давайте будем говорить так, как есть. На свой карман. Так, как есть, да. То есть это деньги всех нас. И вместо того, чтобы там помочь дедушкам, бабушкам в автономии там реализовать какой-то социальный проект, эти деньги будут выплачены как штраф из-за того, что общественная телерадиокомпания не реализовала цели, по которой ее создавали. Но вот Федор говорит о том, что Константинов заинтересовался, почему там так много штрафов. Но вместе с этим на 2026 год, знал 2 года на 2026 год в бюджет этой компании увеличился на 400 тысяч лев и сейчас составляет что-то около 12 миллионов лев. То есть так вот мы реагируем на те вещи, которые существуют сегодня в этой компании. Скажите, Даниил, вот глядя на то, что сейчас воцарилось, глядя на то, какие отношения сейчас между Камратом и Кишиневым, да. Вы 2 года представляли правительство. Вы не понаслышке знаете о том, что есть на самом деле между Камратом и Кишиневым, и есть ли какая-то такая формула, которая могла бы установить какие-то совершенно здоровые отношения. Мы понимаем, что Камрат не хотел, Кишинев не хотел и не хочет говорить с властью, которая избрана, потому что считает ее частью той самой преступной группировки. Да, то есть принципиально. Какая формула? Позиция очень принципиальная, и она очень проста. Какая? То есть если не соблюдается закон, не может быть никакого общения. Например, я сожалею, что последнего башка, на который я видел на заседании правительства, была Ирина Влах. После того, как она ушла из этой должности, ни разу в правительстве Речина не было представлено
Башкан Гагаузии, потому что Башкана избрали по незаконной, сейчас же судится по этому поводу. Мы сейчас все видим, что происходит и в области организации выборов, то есть там тоже есть проблемы. Но для Кишинева принципиальная позиция – это соблюдение закона. И здесь, мне кажется, это минимальный стандарт. И кроме этого, и президент, и премьер, и правящая партия выделяли и средства, и дополнительные проекты, и все это шло сюда. То есть не было такого, что вот все, не разговариваем, не общаемся и так далее. Просто-напросто единственный, с кем не был диалог, это с представителями криминальной группировки ШОР. А можно здесь такой вот вопрос? Господин депутат парламента Марчел Спатарь говорил о том, что правительство, новое правительство планирует проводить выездные заседания в Гагаузии для того, чтобы вот эти вот взаимоотношения между Кишиневым и Камратом улучшить. И депутат говорит о том, что Марчел Спатарь говорит о том, что наверняка уже власти в Гагаузии поняли, что значит ШОР для Гагаузии и какой вред он нанес региону. В Кишиневе есть такое мнение, убеждение, что находящиеся ныне у власти люди, это и Константинов, это и председатель исполкома, который сейчас исполняет обязанности Башкана, Илья Узун, и тот же Михаил Влах, который выступал очень часто, они изменились. В Кишиневе в это верят? В Кишиневе, как и в другом населенном пункте Молдовы, все понимают, что так как вещи есть сейчас, это не способствует тому, что установить какой-то диалог? Установиться просто нормальное взаимоотношение. И сейчас, что официальный Кишинев передает очень ясно, это то, что на уровне людей нет проблем. То есть далее вот все эти программы поддержки, вот общение с примарями для населенных пунктов, все это продолжается в полном объеме. Кстати, если вы посмотрите, сколько раз президент и премьер приезжал в автономию и сравните с другими населенными пунктами, чаще там в Калараш или в Резину, или в те же Бельцы, да, то есть чаще приезжали. Но для нас недопустимо сотрудничество с людьми, которые не соблюдают законы Республики Молдова. Номер 2. То, что Марчел Спатарь сказал, мне кажется, очень важно. И я хочу советовать всем, и бизнес-сообществу, и общественникам, то есть больше диалога и участия в европейской интеграции Республики Молдова, потому что это касается всех. И господин Спатарь, он является председателем комиссии по европейской интеграции. И мне кажется, что важно, чтобы он, как председатель этой комиссии, участвовал в этом диалоге на площадке, например, Камбратского университета, да, или на другой площадке, где объяснялось, что будет происходить дальше, чтобы люди были готовы к этому. Этого не хватает. Это то, чего не было, кстати. Да, и более того, вот сейчас замечательное общение с бизнес-сообществом. Потому что вот бизнес, который нанимает много-много людей, да, сотни тысяч людей здесь, это там предприятия, компании, они же видят, где достаток, да, то есть вот этот экспорт в Румынию, в европейские страны, да, то есть там достаток, там благополучие. И мне кажется, что бизнес в Гагаузии должен тоже процветать и должен получать больше возможностей, потому что больше возможностей для бизнеса в Гагаузии значит рабочие места на месте, выше зарплаты, лучше пенсии и так далее. Это все связано. Даниил, у вас есть свое объяснение тому, вот все-таки вы говорите, не прерывалась связь с примарами и оказание той помощи, которая должна была прийти в Гагаузию, точно так же, как и в другие регионы страны, она приходила из европейских фондов, из национального бюджета. У вас есть ответ на вопрос, почему же все-таки, при том, что у Кишинева, то есть у официального Кишинева, я говорю, были хорошие отношения с примарами на протяжении этих 2 лет, и помощь приходила, и они делали проекты в населенных пунктах, и люди должны были бы знать о том, что это при поддержке Кишинева. Есть ответ на вопрос, а почему все это вылилось в 1835 голосов, которые, в общем-то, поддержали
проевропейскую партию. Я не говорю, какая бы ни была эта партия, как бы она ни называлась, все равно было бы столько голосов, так думается. Да. Как вы это объясняете для себя? Ну, мне кажется, что это еще раз доказывает то, что политический дискурс, то есть, например, вот мне кажется, что в Камрате должны быть больше представителей проевропейских партий, то есть просто-напросто открыть офис, иметь здесь политическую повестку, общаться по этой повестке и объяснять то, что та или иная партия представляет для людей автономии, и привлекать людей в автономии. Если ты, например, делаешь за кого-то что-то, человек не учится на этом опыте. Вот Вы как каждый педагог должен знаете. захотеть. Захотеть и научиться самому. Завязывать шнурки, там, подавать заявку на европейские проекты. Вот почему вы успешно можете подавать эти заявки? Потому что вы набрали опыт, и у вас есть ценности, по которым вы работаете. Вы же всегда отчитываетесь правильно. А некоторым просто удобнее получить конверт. Конверт. А этот конверт, ребята, не хватит, этот конверт не хватит для всех. Этот конверт, вот кто-то получает 10 тысяч, а кто-то идиот, не получает ничего. И люди используются в этом. И я сожалею, что это происходит. И то, что нужно довести до людей, это тот, кто получил конверт, получит после этого и приглашение объяснить, что было в конверте. Но смотрите, дело в том, что когда люди, рядовые жители, понимают, что к ним приходят сейчас правоохранительные органы, приходили до выборов и приходят еще, приходят и выписываются протоколы, но люди говорят: ну, мы вот читаем в интернете, написано, есть какие-то документы, говорящие о том, что члены исполкома получали какие-то, почему одним можно, другим нельзя. То есть вы понимаете, на какой уровень опускаются разговоры в обществе тогда, когда речь идет о том, кто брал деньги, их наказывают. Это рядовые граждане, которым, кстати, такие, как, еще раз скажем, это и для наших зрителей, Константинов вводил в заблуждение людей вместе с Евгением Гуцул, когда подписывали эти документы в Москве. Когда принимали решение на Народном собрании, что это законно. Да, и когда публично на брифинге Константинов говорил, это законно, это он лгал людям. А теперь он говорит, что меня Шором ничего не связывает, и я с ним чуть ли ни разу не виделся, кроме Израиля. А в Израиле просто так чай попили и обратно вернулись. Здесь, мне кажется, очень важно, чтобы каждый человек сотрудничал и с представителями правоохранительных органов и объяснял, от кого, вы как. считаете? Мне кажется, что вот, например, вот люди получили там штраф, вот они должны сказать вот от этого, потом дальше, от этого. И люди, которые имеют информацию по поводу там действий, должны оформить это и подать заявление в правоохранительные органы. Но мы знаем, очень что люди, которые идут на, люди, которые, это для зрителей, люди, которые сотрудничают с правоохранительными органами, не освобождаются от выплаты этого штрафа. И здесь хочу еще раз отметить, что любое незаконное действие, будь ты там, не знаю, там гражданином или действующим каким-то лицом, ты отвечаешь перед законом. И здесь это как бы, Но законы не работают, говорят люди, и мы тоже видим иногда, законы не работают, и у людей есть вот этот внутренний страх. Давайте будем говорить вот о каждом случае, когда не работает, и общественно анализируя. Есть другие институты, которые должны наблюдать за тем, как эти законы работают. Но то, что я хочу довести, это то, что бесплатный сыр только в мышеловке. И здесь мы должны быть очень внимательны, и ответственные лица на высоком уровне, они, конечно же, тоже несут ответственность за свои слова и за свои заявления. У меня, знаете, еще один такой вот вопрос был. Очень часто мы видим, что официальные новости, мы видим, что информация подается от тех служб, которым стоит доверять, но люди почему-то продолжают доверять фейковым новостям, даже если работают сейчас разные компании, развенчивающие фейки. Почему такое происходит? Во-первых, это эмоциональная составляющая. То есть, например, если есть определенная информация, которая даже, она, может быть, видно сразу, что она может быть фейковой, она оставляет осадок и такое ощущение, что вот я прочитал что-то такое вау. И, например, так работают телеграм-каналы, да, которые там заводят там разные сценарии, разные там повести, люди читают и потом рассказывают друг другу, и это все распространяется очень быстро. В
этом контексте я считаю, что в 2025 году демонтировать фейки – это бежать сзади поезда. То есть это неэффективно, это не помогает разрешению глобальной проблемы. С моей точки зрения, исходя из личного опыта, то, что может сработать, это когда власть предельно честна, и даже те очень щепетильные вопросы безопасности людей объясняет так, как есть, напрямую. Например, я хочу подать по примеру, как Российская Федерация проводила разные кампании против Республики Молдова. И когда вот власти говорили это в образном понятии, это непонятно. А когда конкретно представили всю эту информацию, это все доступно и понятно. Или, например, ситуации, когда вот эти шоровские группы, вот люди в первый раз увидели вот эти многие тысячи долларов или евро, которые были на столах, и люди такие деньги в своей жизни не видели, да, и одно, когда ты об этом слышишь, другое, когда ты об этом видишь, и ты понимаешь, что тебе дали там 300 лей, а кто-то там поставил в карман 600 за тебя, и дополнительно еще взял 1000 за другого. И потом сбежал из страны. И убежал, и неответственный. А ты идешь там и отвечаешь перед всеми, и вот здесь, мне кажется, вот об этом говорить, это показывать. И люди поняли, что аэропорт не построили, заводы не открыли, отношения там напортили со всеми, просто-напросто попортили. Диалога никакого нет. Я, например, как отец и как гражданин этой страны, я хочу жить в обществе, где мы можем учить уроки, что не нужно доверять политикам, которые там просто-напросто там делят или показывают пальцем, или хотят там доказать, что они там служат с верностью там какому-то иностранному государству. Мы должны думать следующим менталитетом. Мы являемся гражданами этой страны. И, кстати, в автономии у гагаузов, мне кажется, гагаузы, они самые большие патриоты Молдовы, потому что у гагаузов нет другого государства. Есть Республика Молдова. И если бы гагаузы тоже поняли, что такое же ощущение и в Кантемире, и в Кагуле, и в Кишиневе. Это прямо сейчас новая людей. методичка Константинова. Он говорит, никакой другой страны у нас нет и быть не может. Мы, гагаузы... Но он использует это в негативном формате. Он использует это для того, чтобы навредить тому пониманию, что критическое мышление никто не Он использует сейчас это только для того, чтобы, говорят, переобулся, так он переобулся, а это он использует для того, чтобы защитить себя. Никогда Константинов не думал о людях, которые его избирали, никогда он не думал об автономии, потому что если бы он думал, были бы какие-то законодательные инициативы, были бы какие-то действия, которые человека, который поработал столько времени в Народном собрании Гагаузии, все-таки являлся бы действительным авторитетом в силу его возраста, опыта и так далее, и так далее. А так мы имеем, что имеем. Вы знаете, в завершении этого выпуска я хотела бы еще одну идею обсудить, очень коротко, если можно. Майя Санду, ей принадлежит цитата, я хочу зачитать ее из выступления в Европейском парламенте, одно из последних. «Если демократия в Республике Молдова не может быть защищена, ни одна демократия в Европе не находится в безопасности». Скажите, пожалуйста, сказанное говорит ли о том, что Молдова не способна на самом деле удержать демократию? Потому что кажется, что демократия в Молдове есть. Мы доказали даже на последних выборах, как общество, как граждане Республики Молдова, что эта страна, даже если мы маленькая с географической точки зрения, даже если у нас нет тех же ресурсов, которые есть у других стран, которые пытаются вовлечься в наши внутренние дела, мы смогли дать отпор. И наш свободный выбор на этих выборах, то есть даже если там люди проголосовали там, за одну партию, другую партию, голос каждого был важен, чтобы сохранить демократический строй Республики Молдова. То, что госпожа президент сказала в этом дискурсе, и то, как я понимаю это сообщение, это то, что мы доказали, что через сплоченность, через то, что мы все единомышленники демократических ценностей, мы можем защитить демократию. Но мы тоже можем быть примером для других стран, которые тоже имеют выборы перед собой, которые тоже имеют вот эти вот кампании дезинформации. И хотя они у тоже, них устоявшаяся демократия да, уже. и они должны защитить себя. И то, что тестируется здесь, в Молдове сейчас, через
6-8 месяцев мы можем видеть на парламентских выборах в других государствах, членах Европейского Союза. И извлекать из этого опыт, и извлекать из этого уроки, которые будут как бы как нарицанием и как хорошим примером для других стран. Но то, что Молдова доказала, и здесь, кстати, я разговаривал с журналистом Михаилом Серкели, он сказал мне, что вот в понедельник после выборов в Кишиневе, ну, атмосфера была, ну, как вам объяснить, как Рождество. После То выборов. есть после выборов люди были счастливы, это было ощущение праздника, то есть демократия состоялась, свобода, европейский путь, это был праздник. А в Гагаузии было наоборот. Вот я об этом хотел сказать. И то, что мне Михаил сказал, что А в Гагаузии была большая печаль, он мне рассказал траур. случай. Я хочу сказать то, что, например, очень сильно оставило след в моем сердце, и я хотел об этом сказать здесь. Он мне рассказал случай, что в 7 классе, у него есть знакомый преподаватель, в 7 классе дети пришли, и у них не было лица. То есть дети, они в семьях же обсудили эти выборы, и они пришли, и у них не было лица. То есть они страдали от этого результата. Вместе с родителями. Они боялись. Что может быть в будущем? И я очень сильно хотел сказать у вас в эфире, в единомышленниках, чтобы люди не боялись. Пожалуйста, не бойтесь, потому что европейский выбор Республики Молдова это не значит плохо для гагаузской автономии. Наоборот, это значит денежные возможности для изучения гагаузского языка, культуры, идентичности. Это значит больше возможностей для ребят иметь лучшие условия в школах, в садиках, и для пенсионеров иметь больше возможностей социальных проектов и инициатив. Не нужно бояться, наоборот, нужно, чтобы мы все были открыты, и чтобы все мы сотрудничали, чтобы все мы уважали друг друга. И я с вами полностью согласен, то, что вы сказали сегодня, чтобы больше люди знали о том, что представляет собой гагаузская автономия. Мы сейчас находимся в селе Авдарма, который имеет один из самых, не знаю, как это на русском правильно сказать, но один из самых хорошо задокументированных музеев про музей истории села. И мне кажется, что когда туристические группы будут приезжать сюда, и, например, представители других сел приедут сюда, они увидят это, они скажут: а мы тоже у себя можем организовать это. Мы тоже можем показать, что у нас есть там история интересная, и у каждого села она есть, у каждого села есть своя эта история. И когда вот мы будем смотреть на друг друга через это, через что мы достигли, например, здесь рядом есть Кангаз, который до недавнего времени был одним из самых больших сел Молдовы, сейчас потерял этот титул после переписи, я как понимаю, но там есть, например, бизнес Гагаузов Росы, да, там вы знаете, что владелец этого бизнеса это тоже человек, вулкан, бегает, прыгает, всегда проекты, всегда пытается донести гагаузскую культуру до других людей. И таких примеров очень много, то есть успешных гагаузов и гагаузок, которые сумели сохранить свою культуру, идентичность, соблюдать закон, уважать других людей и желать жить без агрессии. И процветать, и без агрессии. И мы не должны бояться, потому что если молодое поколение будет бояться друг друга или будет не понимать, что происходит... Но какой-то страх есть, в общем-то, в обществе. Так вот, смотрите, я это хотел сказать, что в любом населенном пункте страны люди объединены идеей того, что все хотят мира, благополучия. Да. И, как вы Хорошего сказали в вашей будущего. рубрике короткой, где я ответил по-длинному, это просто-напросто жить хорошо не завтра, а сегодня. И нам нужна вера как общество, что мы сможем это сделать. И это начинается от нас, да, то есть от той энергии, которую мы подаем в общество. Каждый из нас. Да. И этот регион, вот на днях был праздник Касым, да, просто-напросто вау, то есть вот это вот празднование, вот это вот доброта душевная, вот это вот пожелание, что вот был урожай хороший. И хороший урожай праздновался и в Рыжканах, и в Дубасарах, и здесь. То есть люди рады. Посмотрите, какие у нас замечательные осенние пейзажи. Да? Вот я
просто-напросто люблю осень, потому что это еще раз доказывает, какая наша страна, она разная. Вот как осеннее падение листвы, да? Вот это новый шанс перезимовать, и потом придет новая весна. И я хочу это сказать, что мы все должны быть единомышленниками того, что в Молдове наступит новая весна, где мы должны уважать, сотрудничать и, самое главное, любить друг друга. Спасибо, Даниил. И лирично, и романтично, и прагматично. Спасибо Искренне вам благодарим большое. вас за участие в этой Спасибо за дискуссии. приглашение. Спасибо, что нашли время. Ну и будем приглашать, конечно, еще и будем следить за тем, чем будет заниматься Даниил Воды после той активной работы, которую вы проводили в правительстве. Удачи и как можно больше просмотров. Подписывайтесь, я подпишусь. Спасибо. Друзья, ну а мы, Елена Карамид И Екатерина Жекова. говорим вам спасибо за то, что сегодня были с нами. Если еще не успели поставить лайк и решили это сделать в завершение этого выпуска, друзья, сделайте это сейчас. Вы поддержите наш проект, а мы будем вам очень признательны. Потому что тогда единомышленников будет больше. Ну и, как сказал Даниил Воды, мне кажется, очень искусно было сказано здесь, единомышленники демократических ценностей Республики Молдова. Объединяйтесь вокруг нашего проекта, тогда действительно Молдова будет сильнее, потому что мы будем обсуждать главные вещи вместе. Оставайтесь с нами. До встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.